Ассалому алейкум. Холей Мариамби Assalomu Шарифзода. alaykum. Садотун ро Assalomu шунохтам. alaykum va rahmatullahi Ва va алейкум ассалом ва barakatuh. раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Майрамби Шарифзода. Бисёр хуб. Ман инҷо пеш аз суханрониятон савол ба миён мегузорам ва мехоҳам аз шумо ба ҳамин саволам ҷавоб бигирам. Шумо Тоҷикистонро бидуни Эмомалӣ Раҳмон чӣ гуна тасаввур мекунед? Ба миллат оё барои ҳукумати Бадраҳмоновӣ омодагӣ бинад ё набинад, ё ин Эмомалӣ Раҳмон ба дунё стул мешавад? хоҳиш мекунам дар ҳамин бора суҳбат мекардед. بسیار خوب. شما بگید که اولم خدا آخرم خدا آنگاه خدا روزهای اخیر این ظالم تروریست گنوسید گذراندگی که در تاجیکستان امامعلی رحمانов میباشد. این روزهای آخرش هست. Разрешите мне говорить на русском языке. Почему? Потому что весь мир нас слышит. Хотят узнать. Вы разрешаете мне на русском языке говорить? Майнаш, габзанец. Дело в том, что в настоящее время в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана проводится аналог Холокоста, массового геноцида жителей Горного Бадахшана. На них навешивают ярлык террориста, экстремиста и преступника. В настоящее время Таджикистан привел этот диктатор со своей коррумпированной, преступной семьей людоеда к средневековью, к полнейшему рабству таджикского народа. Как мы можем от этого избавиться? Очень просто. С целью отречения Эмомали Рахмона и членов его семьи и окружения, отречение от власти, незамедлительно привлечение к уголовной ответственности за 30 лет его незаконного управления и нахождения на должности президента Таджикистана узурпировано полностью политического, экономического и духовной власти. Дальнейшее нахождение у власти этого преступника, этого людоеда, этого, который с 92-го года проводит массовый геноцид коренных выходцев Таджикистана, привело к обнищанию народа и гибели таджикской государственности из-за его полнейшей коррупционной деятельности, которую он создал от мала до велика. Я еще раз повторю, что преступник, убийца, террорист убивает одного человека, а коррупционная сеть государства уничтожает государственным целым весь народ и его экономику. То есть это государство не будет существовать. В связи с этим обращаюсь ко всем демократическим, светским, настроенным политическим силам таджикистанцев во всем мире и в Таджикистане за границей к созданию временного правительства национального спасения Таджикистана. Временное правительство национального спасения Таджикистана. Экстренно ведется переговоры со всеми заинтересованными, здоровыми политическими силами Таджикистана, не только в Таджикистане, за границей, но во всем мире. Политическая, экономическая программа национального спасения Таджикистана имеется, разрабатывается к 5 февралю 2022 года. Поэтому другого выхода у нас нет. Этот несчастный вор никогда не насытится. И то, что он сейчас вводит в заблуждение многие государства, что Горно-Бадахшанская автономная область, его жители
преступники. Это неправда. Почему? Потому что в феврале 1993 года, когда первый раз он был в Китае, он в действительности продал эту территорию. Почему? Потому что несметные богатства находятся на этой территории. И тем более там в долинах находятся все кристаллы, которые находятся, все кристаллы полезных ископаемых. Там шахты не надо делать, там просто копать надо землю, добывать эти драгоценности. Это как раз-таки природно обогащенный уран и редкоземельные металлы, и драгоценные камни, и золото, и серебро, все, что нужно. Вот почему сейчас ему 250-300 тысяч человек населения Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана мешают. Вот почему сейчас он хочет повторить свой геноцид коренных народов. То, что он сделал в 92 году, повторить в 22 году, это что такое? До каких пор мы будем терпеть? Неужели мы не люди? Мы ведь люди. Мы с вами ведь человеки. Нас ведь Бог дал нам ум, разум. Неужели мы безмолвные животные, что будем терпеть дальше? Это он просто взбесившийся зверь со всей своей семьей. Сейчас что творит его агенты в России? Есть такой Байонов, который был стукачом в МВД и в других органах. Этот Байонов буквально недавно привезли ему уголовные дела. Как говорится, люди, которые с Таджикистана приехали, готовые уголовные дела. И этот Байонов называет фамилия, имя, отчество тех граждан Таджикистана, которые даже 30 лет тому назад получили гражданство Российской Федерации. А там уже статьи готовые. Эти статьи, которые как раз-таки могут люди пожизненно, и их могут лишить гражданства России и пожизненно сидеть в тюрьме или расстрелять. Вот что делает этот Байонов. А это как раз-таки Байонова завербовали. Он айнинский, он родом из Айни, судимый. Как раз-таки вот этот Байонов сейчас очень интенсивно работает вместе с представителями, сыном Эмомали Рахмона, Рустами Рахмона. В России сейчас находится 50 человек, агентов, которые получают огромные деньги из кармана этой семьи. Под видом, что они работники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и МВД Таджикистана. Вот что они творят. Пускай весь мир знает. Байонов, стукач, который против своих граждан за деньги давал показания против честных, порядочных людей Таджикистана, граждан России, а сейчас полностью подписывает эти фальсифицированные уголовные дела, готовые эти уголовные дела, туда вставляется полностью данные, фамилия, имя, отчество граждан Таджикистана, которые почти 30 лет получили гражданство Российской Федерации. И по готовым статьям хотят их просто или здесь ликвидировать, или увезти в Таджикистане уничтожить. Вот что творится. Вот с таким, один такой мразь, один такой, извините меня, говно может опозорить весь таджикский народ, всю его историю. А Таджикистан имеет 200 тысяч лет историю. Кто не хочет со мной согласиться, пускай сделает анализы углеводородные наших горных пород и пускай узнает, что таджики — это один из самых цивилизованных, самых древних, самых богатых, культурных, самых трудолюбивых, гостеприимных людей в мире.